Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за вашу поддержку, за ваши прекрасные комментарии, за вашу помощь в развитии моего канала. Земной вам поклон! Сегодня, в день супер новолуния, я хочу сделать отсыпочку на вашу личную жизнь и посмотреть, что ждет вас в этом лунном году. Что будет происходить с вами, в вашей личной жизни, да и вообще, как у вас все сложится. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте узнаем, что ждать вам в год зеленого дракона. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы, ибо для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну что ж, две половинки встретятся. Здесь все очень четко и прозрачно показано. Две половинки встретятся. Либо сердца наконец-таки объединятся. Возможно, вы уже встретили свою половинку. Возможно, даже вы со своей половинкой и в законном браке находитесь. Но, значит, вы в одну сторону смотрите, об одном думаете, а ваш партнер, соответственно, в другую, о другом думает. Гармонии нет, гармонии между вами нет. Либо нет какой-то вот прям связующей нити, да, между вами. Но кто зашел на эту отсыпку? Девушки, мужчины, вот кто зашел? Вот, видите, в венце у меня два счастливых человека. Вот женщина, подол платья, видите? И мужчинка в очень красивом таком наряде. У женщины бабочка, у мужчины сердце. Счастье! Счастье принесет вам зеленый дракон. Этот лунный год порадует вас любовью, счастьем и гармонией. Видите, вот одна половинка сердца, вот другая половинка сердца сойдутся. Одно большое сердце получается. Вот она, дверка в новую счастливую жизнь. Не для одного, но для двоих. Вот что идет. Сейчас хочу еще на оракуле посмотреть. Как бы уточнить немножечко, да? Либо раскрыть информацию. Потому что песок, да еще и общий песок, не всегда дает полноту картинки. Да, крупные фрагменты, но тем не менее. Карты вот прям через одну идут, через одну. Так. Смотрите, здесь карты идут через одну, говоря о том, что в вашей жизни очень много было таких спадов и подъемов. Вы долго шли к счастливой семье, долго шли, работали над этим, искали своего человека, терпели от этого человека, какие-то выходки, какое-то его поведение, не знаю, характер его терпели. Все думали, ну семья же, да, любовь должна быть, там детки и прочее, прочее. Постоянно кто-то посягал на вашу жизнь, постоянно какие-то тучи летали над вашими головами, над вашим домом, над вашей любовью. Но ваша судьба быть счастливой, быть в семье, быть с тем, кто вас любит, да, либо встретить свою истинную половинку. Как бы тяжело вам ни приходилось там, бороться за свое счастье, за своего любимого, победа будет за вами. Здесь по итогу у меня выходит очень классная, крепкая семья. Либо, наконец-таки, официальный брак. Да, вот такой не только на бумаге оформленный, но и сердцами, да, вот заключенный. Очень сильные карты. Единственное, что, конечно, очень жаль, что вам пришлось в жизни столько вот вытерпеть. Там и соперницы могли быть, и мужчина непутевый мог вам попадаться. Может быть, даже не один попадался. У кого-то за спиной несколько серьезных отношений, либо даже несколько браков, и все какие-то неудачные. Натерпелись, очень натерпелись. Но по судьбе таки счастье свое найдете. Даже можете в этом не сомневаться. Ну вот не зря нам венец показали, не зря нам показали вот такое огромное прекрасное сердце. Много сомнений в вашей жизни было. Как не верили вы, что
есть в этой жизни ваш человек, либо тот, кого вы любите, сможет поменяться, сможет стать более серьезным, другим. Не верили. Кто-то, кстати, к магии обращался, к каким-то тайным запрещенным знаниям вы могли обращаться, да, чтобы наладить свою жизнь и прийти, наконец-таки, вот к гнезду, к счастливой семейной жизни. Девочки, если вы еще не встретили своего партнера, вот он, видите, всадник, уже стремится для того, чтобы пригласить вас в это гнездо, в счастливый брак, в семью. Любить и быть любимой. Если вы уже в отношениях, то ваш любимый человек уже практически пришел, да, к такому умозаключению, что нужно быть другим, для вас нужно быть другим, удобным, что любит он вас, что ради вас, вашего общего счастья он должен меняться. И он поменяется, поверьте, так оно и будет. Здесь, знаете, как удача, успех именно в личной жизни. Вот что несет вам зеленый дракон. Одно сердце на двоих, две половинки соединились. Дверь в новую счастливую жизнь. И два счастливых человечка на ручки вверх подняли, дерево маленькое посадили. У кого-то из вас отыграется беременность в этом году, а у кого-то и рождение произойдет, да? Здесь очень хорошие знаки. Здесь мужчина все больше и больше будет любить женщину. Видите, с его стороны сердце выходит. Все больше и больше он начинает вас любить. А с вашей стороны бабочка вышла. То есть вы себя будете ощущать гораздо легче. Проще к чему-то будете относиться, меньше о чем-то будете заморачиваться, будете прекрасно, как никогда, и по большей части заниматься собой. Да? Жить не в угоду кому-то, а на радость себе. Так мне идет. Конечно, это при таком любящем мужчине. Конечно, вы будете ощущать себя прекрасной бабочкой. И вот такая легкая жизнь, да, порхать на крылышках будете. Красивая, в красивых каких-то условиях, в каком-то красивом месте. Но, Боже, мечта. Это мечта. Мечта, которая становится реальностью. Так, по поводу третьих лиц в вашей жизни. Как-то прям так отыграется. Очень много неприятных моментов вам доставили какие-то чужие люди. Может быть, соперники, соперницы, а может быть, даже родственники. Да? Кто-то прям доставил вам очень неприятные минуты. Влияние этих людей, либо присутствие этих людей в вашей жизни в этом году, в этом лунном году, просто минимизируется. Здесь настолько их мало, настолько они, как, знаете, отстраненные идут, как отстраняются, судьба их отстраняет, чтобы не лезли, чтобы не мешали и чтобы вам ничего не портили. Девушки, женщины, помимо личного счастья, вас еще какой-то успех ждет, успех, достижения, реализация. Понятно, что вы все разные, каждый в своем направлении будет развиваться, но вы очень успешная. У вас, смотрите, в ногах подкова лежит. Видите ее? Вы на ней стоите. Вы ее не просто нашли, вы ее не просто подобрали, вы на нее встали, на эту подкову. Очень крутой знак. Кстати, у мужчин тут по птице либо какие-то успешные командировки будут, такие, знаете, благодатные, там, заработать, раскрутиться, карьеру построить. Либо даже благодаря мужчине отъезд, переезд, релокация идет. То есть, знаете, какого-то даже на новом месте новая семья, либо новые отношения пойдут по-новому, даже не новые, а по-новому. Кстати, для женщины еще как вариант поехать к любимому, да, начать новую жизнь с любимым человеком. Возможно, даже в другом городе, либо в другой даже стране, у кого-то и на другом континенте. В любом случае, год дракона очень много позитивного вам несет. Так, и еще лебединая любовь здесь у меня выходит. 2 лебедя. С вашей стороны и со стороны мужчины. Любовь, которая проснется, либо начнется, либо зародится, она будет
повсеместно в вашей жизни. Вот сколько лет проживете, столько лет и будете друг друга любить. Здесь и лебединая любовь, и лебединая верность идет. Так что, мои хорошие, личное счастье, оно у вас на пороге. Важный момент — никого не посвящать в свою личную жизнь. Ни вы никого не посвящаете в то, что происходит между вами. И мужчине тоже строго-настрого прикажите, ну, либо уговорите, да, чтобы никому ничего не рассказывал. Ни хорошего, ни плохого. Это очень важно. Вернее, это самое важное условие вашей совместной, долгой, счастливой жизни. Потому что завидовать будут, наблюдать будут. А ну-ка, чужое счастье глаза мозолит. Да? Знаете про такое? Как можно меньше распространяйтесь и ни хорошим, ни плохим не делитесь. Это вам противопоказано, чтобы не поглазили, не попортили, не влезли и не помешали. Если у вас будет возможность куда-то съехать, переехать, переезжайте, уезжайте. Это к лучшему будет. Не зря вам тут дверь вышла в новую жизнь. Кстати, у кого-то эта дверь символизирует как новый дом. То ли приобретете, то ли построите, то ли действительно, да, ну вот переезд, и все вот заново у вас начинается. Дверь большая, светлая, очень, кстати, много вам благ обещает, да, на новом месте очень благостная жизнь у вас сложится. Так, помимо всего прочего, с вашей стороны я вижу двух людей, которые объединятся. Два человека объединяются. Возможно, это кто-то из ваших друзей, ваших родственников. Да, человек найдет себе тоже пару, может быть, там союз будет, может быть, в принципе, да, наконец-таки вот личная жизнь у кого-то сложится. Именно с вашей стороны идет. Как совет, туда не лезть, не вмешиваться ни с советами, ни с какими-то рекомендациями. Ну, без вас разберутся. Без вас разберутся. Просто наблюдайте и радуйтесь за этих людей. И еще, девушки, женщины, у кого есть противный мужик, который вас преследует. Здесь вышел мужик, который преследует. Этот человек не идет как закрытый куда-то. Куда-то его закроют. Либо человек не сможет свободно передвигаться, либо действительно это как какое-то заключение идет. То есть он от вас отстанет. Не просто отстанет, что он скажет, ну все, типа, я не буду к ней приходить. Нет, он так никогда не сделает. А здесь как закрыли его, и все, у него нет возможности вас беспокоить. Кстати, почему-то вас это очень-очень сильно порадует. Очень сильно порадует новость о том, что он где-то закрыт, либо обездвижен. Может быть, там травма какая-то у него произойдет. Но отстанет и больше не пугать, не беспокоить вас не будет. Так, еще здесь у меня кто-то явно разводится и очень сильно по этому поводу переживает. Жить невозможно вместе, но и развод вас пугает. Да? Ну, конечно, остаться одной, еще с детьми, для любой женщины это большой-большой стресс. Девушки, женщины, все, что произойдет в этот лунный год, все это кармически идет. Кармически. Если вы таки разведетесь, то это судьба, понимаете, судьба. Вам с этим человеком было не по пути. Это нормально, это естественно. Один уходит, другой приходит, понимаете? Вы и развестись успеете, и встретить новую любовь, но в этот раз уже удачную и настоящую любовь, чтобы вы не пугались развода. И уж, конечно, себя тут не настраивали на одинокую жизнь. Я не вижу у вас одинокой жизни. Вот венец, видите? Два счастливых человечка, между ними дерево. Вот она, ваша жизнь. Причем это в этом лунном году. И вы на подкове стоите. Все, что с вами будет происходить, все будет к плюсу. Да, везение, удача, очень благоприятные события для вас, для вашей жизни. События могут быть разноплановыми. И в моменты, когда вам кажется, что нет, наоборот, все это к худшему, вы ошибаетесь. Плохого не будет, на подкове стоите, только хорошее. Все, что будет происходить, все это к лучшему, к добру, к вашему светлому, счастливому будущему. Так, еще с левой стороны у вас вышел знак женщины, ну такой, знаете, дырявый со всех сторон. Ну, я так понимаю, что она какая-то неудачница.
но немного агрессивная, а может даже и много агрессивная. Может быть, она винит вас в своих неудачах, а может быть, она по жизни неудачница, смотрит на вас и, знаете, как сердце кровью обливается, что вы такая хорошенькая, и у вас там личная жизнь поперла, а она вот вся такая дырявая. Вы эту женщину берегитесь. Эта женщина попытается любой ценой как-то вам жизнь попортить, испортить. Мне она идет как разведенка либо брошенка. И плюс такая, знаете, вот все вокруг виноваты. Она само чудо, сама святость, сама доброта, воплощение женской красоты, а все вокруг сволочи, особенно мужчины. Да и женщины у нее сволочи все. Но она явно какая-то неадекватная, и у нее какая-то душевная болезнь начинается. Дальше будет хуже. Отстранитесь от нее. Если вы поняли, о ком я говорю, отстранитесь. Поверьте, там уже не поможешь. Человек, целенаправленно погружается в грязь, из которой не вылезти не хочет. Вот там комфортно, да? Лучше ничего не делать, думать, что все плохие, а я вот святая мученица, да, и тонуть в этой грязи. Смотрите, может схватить вас за подол и попробовать вас этой грязью запачкать. Лучше держитесь от нее подальше. Тем более, когда у вас такие крутые перемены в личной жизни начнутся. Мне она идет как неблагополучная, как испорченная, и что-то у нее прям совсем со здоровьем плохо, особенно с ментальным, с душевным здоровьем. А к таким людям очень часто подселенцы подселяются. Может, уже есть, а может быть, только будет. Нехорошая эта женщина. Вы, кстати, от нее и так страдаете. Она вас вампирит очень сильно. Она все время о чем-то плачется, рассказывает какие-то грустные истории, как она бедненькая, несчастненькая, так страдает. Вы ее жалеете, потом силы теряете. Силы. А у кого-то после этой женщины прям аж голова начинает кружиться. Вот как сознание теряете, слабость идет. Вампирит, очень сильно вампирит. Но это как совет, как рекомендация. Так, а давайте я вам еще на оракуле посмотрю советы и рекомендации. Четко показали сердце, лебеди. Вот счастливая у меня пара, дверь. Конечно, год счастливый, год удачный, год кармы. Когда за все ваши страдания, за все ваши слезы, за всю нелюбовь, которую вы к себе получили на протяжении жизни, вы наконец-таки получите награду. А кто творил зло, тот получит расплату. Какой еще совет вам дать? Да? Какой совет дать? Вот оно сердце, вот оно сердце. Вот он якорь, вот они рыбы. Смотрите, какие идеальные карты. Сердце — это любовь, любовь сильная, любовь взаимная, любовь счастливая. Якорь — это стабильная жизнь, стабильная, благополучная жизнь. Рыбы тоже говорят о любви, но и также говорят о финансовом благополучии. То есть здесь карты каждая друг друга поддерживает и дополняет. Совет — наслаждаться жизнью и знать, что ваше время, вот оно пришло. Ох, мои хорошие, берегите себя, ничего не бойтесь, ни от чего не отказывайтесь, знайте себе цену и помните, что счастье любит тишину. Зеленый дракон вас явно не обидит. У него для вас очень много сюрпризов припасено. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.